Около 700 юношей из Гагаузии были призваны в Афганистан для исполнения своего интернационального гражданского долга, 11 из которых не вернулись с поля боя. Чтобы почтить память своих товарищей, воины-афганцы ежегодно собираются у памятника и возлагают цветы у его подножия. Взялся в армию 1987 года. 3 месяца был в учебке, и 7 августа я был в Кандагаре уже. Мы прилетели туда, попал в спецназ, и в апреле месяца 1988 года я вывелся. Я сам водителем колонны был. И редко, когда доезжала колонна полностью целая. Очень много погибших ребят. И поэтому у меня найти однополчан очень тяжело. За месяц, бывало, терялось 70% состава. Обновлялось. И невозможно было. Запомнилось, что служба, тяжелая служба, как и у всех. Сутками, по 3 суток за рулем не спавший. Получил ранение, контузия. На 3-й сутки отыскали меня под обвалом. Достали, вызвали вертушку, погрузили. И когда в Кандагаре садился вертолет, его сбили. Все погибли, кроме нас, 3 человек, которые были без сознания. Делал службу офицером, понимаете, молодым лейтенантом сразу после военного училища. Поэтому меня 4 года готовили не только к Афганистану, но к любым боевым действиям. По сравнению с солдатиками, которых призывали, может быть, неподготовленных, нам, офицерам, было полегче в этом вопросе. Хотя климат, условия, оно давало о себе знать. Для меня, как офицера, была обыкновенная боевая работа, понимаете. Время было нелегкое. Воины-интернационалисты безоговорочно отдавали свои жизни на поле боя. Однако те немногие из них, оставшиеся в живых в сегодняшних условиях, забыты государством. Сегодня государство лишило всех практически льгот, которые имели наши ребята-ветераны-афганцы. Мы писали, мы обращались даже в Народное собрание, мы обращались и в исполком Гагаузии, и мы отправляли и в парламент Республики Молдова просьбу, чтобы восстановили все льготы. Почему? Потому что многие ребята тогда, вследствие, я вам говорил, что вследствие контузии, ранений, они не получали. А сегодня, на самом деле, ребята даже не имеют бесплатного медицинского полюса, чтобы обратиться, к примеру, чтобы получить бесплатное лечение со стороны государства. Государство лишило сегодня, можно сказать, всех тех льгот, которые имели ветераны-афганцы. В Гагаузии в настоящее время проживают 350 участников афганских событий. 11 наших соотечественников не вернулись домой. 1 значится без вести пропавшим. Всего из Молдовы были призваны в Афганистан более 12 тысяч человек.